Здравствуйте, меня зовут Голодов Василий Андреевич. В руках у меня свободно летающая модель планера размахом 1580 мм и длиной фюзеляжа 1000 мм. Крыло сделано из липовых реек и бамбуковых нервюр. Спереди фюзеляжа сделан отсек для груза. Сзади фюзеляжа сделан киль из бальзы. И за килем стабилизатор тоже сделан из липовых реек и нервюры из бамбука. И прикреплен на планке из фанеры авиационной тонкой миллиметровой. Нервюры мы делаем из бамбука. Бамбук покупаем вот в таком виде, не совсем в таком целом, уже обрезанный. Отрезаем здесь, обрезаем у этих, у стыков, обрезаем, чтобы их не было. Когда мы обрезаем стык, у нас получается вот такая заготовка. Из этой заготовки мы отрезаем кусочек, у нас получилась вот такая заготовка. И из этой заготовки мы делаем нам нужные толщины и ширины заготовку, чтобы сделать нервюры. Вот в данном моменте нервюра вот такая же для вот этого планера, она даже сюда подходит. Вот. Только обрезать надо, она не обрезана. Вот здесь. Клеим планер мы на эмалит, в кое-каких местах еще на эпоксидную смолу. И задумка этого планера произошла после того, как я сделал наподобие вот этого самолета. У меня вот такой же самолет сделан, это тоже свободно летающая модель планера, только размахом 1100 миллиметров. И вот после того, как я сделал этот планер, у меня появилась идея сделать большой планер с более большим размахом. И по весу этого, у большого вот этого планера 258 грамм, а вот у такого планера 225 грамм веса. И вот этот планер для своего размаха тяжелый, а этот планер, он не легкий, он как раз нормальный, его еще легче можно сделать, его можно, вот 200 грамм для него это легко. И вот снизу еще вот у нас под крылом, под пилоном, вот здесь крючок. В крючок у нас вставляется леер. Леер это моток лески для рыболовной миллиметровой. И на конце крючок, в конце лески крючок сюда вставляется. И человек отходит на 50 метров и рассматривает леер. И человек берет, держит его и вот так вот пускает его. И человек, который с леером, он бежит и запускает модель в небо. Она как бы тянется и в небо. Тянется вот так вот. Я не знаю даже как показать. Она тянется. И как под ветром она тянется вверх, чтобы в небо поднять ее. Человек, который с леером, бежит вперед, на себя тянет, смотрит на себя. Тянет на себя, и модель поднимается в небо, и когда она уже высоко, уже на весь леер, 50-метровый, она там сверху, он на себя тянет, леер слетает, и модель еще вверх поднимается. И вот все. Дальше планер сам уже в свободном полете сам уже планирует. Чтобы он хорошо летел, его нужно хорошо настроить. Он там планирует в потоках. Главное, чтобы он не вошел в теплый поток. А если он войдет в теплый поток, то он улетит, он не присядет, потому что теплые потоки всходят всегда вверх. Если планер попадет в теплый поток, он не опустится. И обтягиваем такие самолеты пленкой, а пленку мы приклеим на момент кристалл. И еще мы все усаживаем утюгом. Вот у нас утюг специально для обтяжки моделей. Вот так вот он выглядит. Мы берем, наносим клей, ложим пленку и так размазываем ее клей, чтобы он растекся и чтобы он лучше склеился. И он, когда мы его делаем, он так шипит так прикольно, он
как спекается там, и он лучше держит. И еще мы натягиваем пленку, пленка при температуре натягивается, еще мы утюгом натягиваем пленку. А если утюгом у нас не совсем получается натянуть, то мы берем строительный фен и ставим на фене, на строительном 200 градусов и натягиваем феном, чтобы было ровно, чтобы пленка была натянута. И что еще? И вот планер хорошо летает, и хорошо парит в небе, не останавливается. Он летит и не останавливается, он не падает, он планирует. Его хорошо подобрали профиль крыла, хороший профиль крыла подобрали, и он хорошо планирует в небе. И в сравнении с вот этим планером, тогда же положу этот планер, но по длине фюзеляж, да, он немножко длиннее, но размах у него намного больше, но не намного тяжелее. Что? И дальше мы экспериментируем дальше. Это нужно дальше. Ну, Зачем это дальше нужно? И мы не будем останавливаться, мы еще будем его усовершенствовать, и чтобы он у вас летел еще лучше, и чтобы крыло будем экспериментировать, чтобы крыло было жестче, чтобы можно было в большой, в сильной